Информационная безопасность сегодня – это всемирный тренд. Вопросы безопасности занимают все больше и больше внимания всех заинтересованных сторон, которые участвуют в процессе управления интернетом. Об условиях, которые необходимы для цифровизации экономики и создания безопасной и доверенной среды для развития бизнеса и государственных услуг, повышения уровня образования и цифровой грамотности населения, мы сегодня поговорим с экспертом в этой сфере, генеральным директором компании «Аватек» Антоном Ломакиным. Антон, здравствуйте. Добрый день. Сегодня все чаще говорят о цифровизации экономики, и повседневную жизнь сложно представить без мобильного банка, онлайн-услуг и дистанционного обучения. Насколько, к примеру, эти же услуги, которыми мы пользуемся, безопасны и уязвимы? Надо понимать, что любая новая технология – это в любом случае какая-то уязвимость, поэтому существует наша профессия. Мы ищем эти уязвимости. Конечно, кроме нас их ищут еще злонамеренные хакеры. Есть этичный хакинг. Это когда специалисты информационной безопасности ищут уязвимости и оказывают услуги по инфобезу. Консультируют банки, корпорации, находя эти уязвимости, получая какие-то гонорары за это. То есть уязвимости, к сожалению, в нынешний век не избежать. Нужно снижать риски посредством обучения персонала, и это позволит меньше утекать информации в интернет. Можно хотя бы примерно определить, какая часть кибермошенничества происходит по доверчивости граждан, а какая из-за уязвимости информационных ресурсов? Да, статистика такая есть у нас. Это примерно 2/3. Это, к сожалению, по незнанию и малограмотности граждан. Процентов 10-15 – это у нас конкретно злонамеренные действия хакеров. То есть атаки с целью получения информации, либо денежных средств. Нужно понимать, что все атаки, эти 10-15%, происходящие хакерами, они направлены на извлечение выгоды. То, что там рассказывают нам о свободной информации, это все ложь. То есть хакеры преследуют одну цель – это получение выгоды, денег. Как у нас обстоят дела с защитой персональных данных? Достаточно ли внимания уделяется? Государство достаточно внимания уделяет. Первый закон у нас инициированный – это 152 ФЗ о персональных данных. Начал свои действия в 2007 году, в полную силу вступил в 2011 году. Сейчас очень много доработок вышло, очень много профильных приказов от различных органов. Это ВСТЭК России, Роскомнадзор, ФСБ, рекомендации по защите персональных данных. К сожалению, не все операторы персональных данных в полной мере понимают цель этого закона. То есть все думают, защита – это у нас спрятать что-то, защита – это на самом деле защитить от изменений, в том числе персональные данные в различных базах. То же самое медицинские базы – это статус у вас получения, например, какого-то диагноза, да, если он положительный, это можно расценивать как шантаж. То есть если хакеры получат доступ к базе данных, они могут внести положительный на венерические заболевания, например, диагноз, это можно использовать как шантаж. На самом деле это будет ложь. Соответственно, если оператор не применил мер по защите, данные возможно было изменить. То есть поэтому, я надеюсь, все более будут развиваться, образованнее становятся все граждане, все зависит от самих граждан. То есть насколько мы будем образованы, требовательны к операторам, настолько и будет защита информации строиться самим уже оператором. В данном случае это частные клиники, когда вы приходите, вы согласие подписываете, банки, операторы связи, все организации, которые так или иначе накапливают персональные данные о нас. То есть, если привести пример простой жизни, недавно я оформлял карточку в одном из крупных банков у нас в России, дебетовую карточку, и мне предложили в согласии 5 галочек отметить. Одной из галочек было это предоставление моих персональных данных дочерним компании, принадлежащей банку. То есть я отказался, на что оператор мне сказал, что мне карточку не выдадут. Я попросил позвать администратора, они сказали, что карточку в любом случае выдадут, но перестанут передавать мои данные третьим сторонним организациям. То есть банк может владеть большим количеством организаций и передавать им персональные данные. Сам банк ответственно относится к защите, сторонние организации дочерние могут менее ответственно подходить к вопросу защиты персональных данных. Поэтому здесь стоят очень высокие риски потери персональных данных и возможности злоумышленники ими воспользоваться. Ситуаций очень много, начиная от оформления
потребительских кредитов. Это уже не новость у нас, то есть получая копию паспорта, те же самые злоумышленники в виде сотрудников микрофинансовых организаций находят похожих людей и по подложным документам оформляют кредиты. То есть, и заканчивая использование лицами мест не столь отдаленных информации о том нахождении человека в каком-то месте. Если он улетел, база смотрит, что он находится сейчас, например, в путешествии в туристическом, турагентство потеряло базу, соответственно, злоумышленники осуществляют кражу квартиры. А какие есть новые виды кибермошенничества, которые относительно недавно появились? Ну, новых видов, они постоянно появляются, это сложно прям отслеживать. Самые распространенные – это на доверчивости граждан, вы правильно сказали, да? То есть последние 2 года я езжу по семинарам по республике, и обычные граждане, как оказалось, то есть многие говорят, что до республики это не дойдет, на самом деле уже дошло. То есть меня отводят, и женщины расспрашивают, рассказывают, когда им звонят под прикрытием банка, о смене пин-кода, подтверждении операции, и люди доверяют, не проверяя это все, и переводят все свои деньги перед праздниками, перед Новым годом злоумышленникам. Там уже, к сожалению, сложно это отследить таким образом, то есть это вот телефонное мошенничество с использованием полученных персональных данных в интернете, в социальных сетях. То есть нужно вести себя более аккуратно. В социальных сетях не стараться, если вы куда-то уезжаете, путешествуете, выкладывать фотографии после приезда, а не в момент путешествия, потому что вы даете злоумышленникам шанс вас обмануть или ваших родителей. То есть обычная ситуация, это когда произошла, вот в Нерюнгри была одна из родительниц, мне пожаловалась, ее дочь полетела на самолете, перед самолетом выложила в Инстаграм. В ВКонтакте они быстренько нашли номер телефона, в друзьях нашли мать, нашли телефон матери, позвонили, сказали, нужно срочно деньги. И, конечно же, сердце матери не выдержало, отправила она деньги. То, что она не улетела, там ее кто-то задержит. То есть полученные данные были использованы злонамеренно. А как определить грань между открытостью во время интернет-коммуникации и киберзащитой? Ну, нужно руководствоваться все-таки здравым смыслом. Опять же, вот я упомянул в прошлый раз, это не выкладывать фотографии, когда вы находитесь в отпуске, это не знакомиться или добавлять в друзья людей, явно не знакомых вам, потому что они добавляются в друзья для изучения более подробной информации о вас, о вашем списке друзей, возможно, детей малолетних. Поэтому это нужно ограничить, добавлять в друзья только людей, знающих лично, либо косвенно через кого-то. И желательно этим ограничиться. То есть это очень важно. Очень часто приходят письма разного характера на личную почту, на рабочую, о том, что вы выиграли в какой-то лотерее. Это всегда обман. Доверять этому не стоит. Нужно быть прагматичным. То есть это все уловки злоумышленников, чтобы только завладеть вашими деньгами либо персональными данными. Кстати, на сегодняшний день персональные данные являются самым востребованным товаром на черном рынке. То есть данные о гражданах, о их деятельности, о их документах самые ценные. Давайте еще раз, скажем, какие правила нужно соблюдать, чтобы себя обезопасить, закрыть страницу, не выкладывать фотографии. Да, страница должна быть закрыта обязательно, не выкладывать фотографии, использовать стойкие пароли. Если есть сложности с паролями, можно использовать парольные фразы. То есть парольные фразы вы можете использовать с книги, со стихотворения, там 3-4 фразы по первые 3-4 буквы в английской транскрипции перевести. Это очень сложный пароль. Соответственно, не допускать до ваших устройств посторонних лиц. Мобильные не передавать чужим, установить пароли на мобильный телефон, потому что там есть интернет-банки и смс-подтверждения. Не пускать к компьютеру, использовать антивирус. И не отвечать на почтовые сообщения, которые предлагают вам забрать $1 миллион где-то. А все ли вас, как защитников от киберпосягательств, устраивает в законодательной базе? Ну, к сожалению, законодательство – это принятие постфактума состоявшейся уже какой-то угрозы. То есть это исправление ошибок.
Поэтому законодательство, оно всех проблем не решает. Это нужно понимать, когда любое ведомство или учреждение говорит, что оно выполняет все требования законодательства, оно не защищено на 100%. Это, скорее всего, половина, даже, может быть, 1/3 защиты. Потому что остальные требования, они все новые. Нужно использовать новые инструменты, нужно обращаться за услугами к квалифицированным кадрам. Очень часто происходит, что люди по незнанию просто принимают на веру то, что им говорят внутренние специалисты, не обладающие квалификацией, что все в порядке, на самом деле все очень плохо. Но это подтверждает многочисленные проверки контролирующих органов, что на самом деле все очень плохо. Ну, я надеюсь, законодательство будет стремиться к улучшению, а мы будем стараться, чтобы меньше правонарушений происходило в этом смысле. В августе в Якутске планируется большой форум IT и кибербезопасности. Кто будет участвовать, что будет обсуждаться и каких решений и пользы вы ждете? Да, мы организуем этот форум второй раз. Он специально создан для специалистов технического плана. Хочу подчеркнуть, все эксперты, которые у нас приезжают внешне с Дальнего Востока, либо с России, с вендоров, они все будут отчитывать лекции не рекламного характера. Это все информационные лекции. Они помогают решить либо какую-то конкретную задачу, либо опять рассказывают о современных трендах, уязвимостях, о современных вещах в цифровой экономике, то есть помогают решить насущные проблемы. Специалистов мы подбирали очень тщательно. У нас будут высокие чины контролирующих органов. Это впервые для Якутии. У нас будут очень крупные руководители организаций телекома, это Ростелекома, информационной безопасности. Цель, чтобы все понимали, это развитие специальностей и популяризация IT и кибербезопасности. То есть мы напрямую этот форум отрабатываем с Северо-Восточным федеральным университетом, они нам очень сильно помогают. И в этом смысле у нас идея общая, это развить IT и кибербезопасность, профессию как передовую, чтобы значительный вклад внесла в развитие республики. Спасибо большое за беседу. Я напомню, мы говорили о кибербезопасности в контексте цифровой экономики. Всего доброго и до встречи в эфире.